Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты телеканала Якутия-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Алроса социальная. Где, сколько и какие объекты построила алмазная компания по республике. Недовольство в Алдане. Народ жалуется на содержание дорог, не вывоз снега. Люди обратились в прокуратуру на главу города. Развитие Арктики. В Москве прошло заседание Президиума Госсовета с участием глав регионов. С какими инициативами выступили якутские власти? Прямое включение из Москвы. Добрый февраль. По акции нашего телеканала филиал в Хангаласском районе организовал экскурсию для детей в зоопарке Ортодойду. Спартакиада набирает обороты. На ледовой арене Лейботур прошел чемпионат по шорт-треку. 75 лет Аизе Решетниковой. Каков ее вклад в развитие музыкальной культуры Якутии? Заслуженная артистка республики принимает поздравления. В связи с угрозой распространения коронавируса откладывается на неопределенный срок проведение международного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Турнир должен был пройти 6-8 марта в городе Якутске в «Триумфе». Соответствующее решение было принято сегодня на экстренном совещании оперативного штаба правительства по недопущению завоза и распространения на территории Якутии коронавирусной инфекции. Стали известны причины провала большегруза под лед в Алекминском районе. Специалисты МЧС, ГИМС и ГИБДД в ходе рейда установили, что лед не выдержал вес машины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Большегруз, проломив лед, опрокинулся на левый борт и частично погрузился под воду. Топливный бак, находящийся на левой стороне машины, был под водой, правый бак над водой. Следов утечки пятен нефтепродуктов не обнаружено, но присутствовал характерный запах, говорится в сообщении. Напомним, машина провалилась недалеко от села Мача. По словам водителя, он перевозил металлические трубы, следовал в сторону Алекминска. В Алдане группа активистов потребовала от прокуратуры наказать главу города за бездействие в вопросе содержания дорог, в частности, невывозе снега. Чем вызвано требование и как решается проблема, разбирались наши корреспонденты в Алдане. Нынешний февраль отличился количеством осадков, которых выпало почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому силы техники у подрядчика, отвечающего за дороги, просто не хватало. Весь снег, я еще раз говорю, не вывезем. Сегодня мы вывезли 78 тысяч кубов. Это превышение нормы по сравнению с прошлым годом на порядка 30 тысяч кубов. Прокуратура совместно с ГИБДД района провела проверку и наложила на должностных лиц административное наказание. По результатам проверки в адрес главы МЭО город Алдан внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Также в отношении ответственных должностных лиц администрации и юридического лица МЭО город Алдан возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.34 КАП Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает административные наказания для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое их устранение находится на контроле прокуратуры района. Обстановку усложнили взаимоотношения между администрацией города и муниципальным унитарным предприятием Алданского района «Алданские пассажирские перевозки», которая имеет технику и много лет занималась содержанием дорог в Алдане. В этом году АПП на торги не выставилась, мотивируя свой отказ низкой тарифной ставкой. 22 миллиона 170 тысяч разыгранный контракт. Идут процедура подписания. 5 марта контракт подписываем. Выиграла ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Не дожидаясь контракта, вчера попросил выйти в счет будущего контракта отработка. С сегодняшнего дня выходит дополнительная техника на город. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
30% составляет нехватка участковых уполномоченных в органах внутренних дел по Нерюнгринскому району. Тем не менее, в прошлом году участковые уполномоченные рассмотрели порядка 5000 жалоб, заявлений и обращений граждан. Было возбуждено 140 уголовных дел. С чем связан дефицит участковых и как они сейчас работают? Сюжет Тамары Игнатьевой. На участкового наваливается вся бытовуха. Не только семейные, но и коммунальные разборки соседей, нарушение тишины, проверки владельцев оружия. А ведь он еще обязан знать, кто проживает в каждой квартире. Должен успеть провести обязательный поквартирный обход и побеседовать со всеми жильцами. Мы его не знаем. Участкового вообще не видели и не знаем. Из-за нехватки кадров часто получается так, что один участковый обслуживает сразу несколько участков. И в таком случае вполне понятно, почему он становится неуловимым. На территории Нерюнгринского района расположено 10 участковых пунктов полиции, 7 из которых находятся в городе, 3 в поселениях. На моем участке проживает около 4000 граждан. Получается, обслуживаю я 15 домов. Да, это получается все Кравченко, начиная от 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Также Ленина входит обслуживание и улицы Карла Маркса дома. Причину с нехваткой кадров начальство видит в огромной загруженности участковых. Люди не выдерживают нагрузки и уходят. К сожалению, разгрузить работу участковых не смогли даже новые правила, задачей которых была оптимизация их функционала. Работа ведется, но работа меньше не становится все равно. Тем более с введением электронного документооборота. Мы, к сожалению, от бумажного документооборота еще полностью не отошли. Поэтому сложности есть, конечно. На службе остаются самые стойкие и преданные. Одним из таких сотрудников является Вита Титаренко. У отважного капитана полиции один из сложных участков. Но это ее нисколько не пугает. На посту она 6-й год. За это время раскрыто немало преступлений. Когда я беседовала с женщиной, там было преступление по причинению средней тяжести вреда здоровью. И в беседе с ней я услышала вот сквозь строк, что ее сожитель хранит, возможно, у себя оружие незаконно. Я сообщила эту информацию в отдел уголовного розыска, и совместно с ними в тот же вечер мы получили судейское разрешение, провели обыскные мероприятия. В ходе обыска было обнаружено огнестрельное оружие, ружье нарезное и патроны. Работа участкового требует много времени и сил, понимания со стороны близких. Но есть и положительные моменты. Это хорошая зарплата, ранний выход на пенсию, полный соцпакет. В отделе МВД по Нерюнгринскому району ждут новых сотрудников. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Осенью 2020 года Россию ждет перепись населения. Это пройдет с 1 по 31 октября. Подготовка началась заблаговременно. Страна большая, много отдаленных населенных пунктов, а также идет постоянная миграция между регионами. Особенно такая картина наблюдается в Ленском районе. Там подготовкой к переписи уже занимается отдел статистики. Во многих селах информационные технологии далеки от федеральных стандартов, поэтому в труднодоступных населенных пунктах перепись будет производиться заранее. В Ленском районе это Заречный, Наслега, Наторинский, Ярославский, а также такие села, как Толон и Нелы. Современные переписчики ходить по домам будут не с бумажными бланками, как раньше, а с планшетом. А вот в городе организуют стационарные переписные пункты в местах массового скопления людей. Основные инновации предстоящей переписи – это то, что население может пройти перепись дистанционно и самостоятельно. То есть все, кто имеет регистрацию на портале государственных услуг, с 1 по 24 октября могут самостоятельно пройти перепись населения. Они могут пройти перепись населения не только за себя, но и за членов своей семьи. Что касается граждан, которые находятся на данный момент в командировке на территории Ленского района, то они будут переписаны по месту своего постоянного проживания, то есть в том субъекте Российской Федерации, откуда они прибыли. Что касается студентов, которые проживают и учатся очно в другом субъекте Российской Федерации, также граждан, которые находятся в местах лишения свободы, также граждан, которые проходят военную службу по призыву, то они будут переписаны непосредственно в том населенном пункте, где они пребывают.
В Мирном откроют приют для безнадзорных животных. В настоящее время горожане обеспокоены увеличившимся количеством собак на улицах города. Муниципальные власти связывают ситуацию со вступившим в этом году новым законом об ответственном отношении к животным. Согласно документу, запрещается держать отловленных животных в пунктах передержки. Таким образом, местными властями решено открыть приют для безнадзорных собак и кошек на базе имеющегося пункта передержки. На данный момент ведется процедура заключения контракта с подрядной организацией, которая займется отловом и содержанием животных. В целях безопасности населения пункт передержки начнет работу по отлову животных уже в марте этого года. Переформировать пункт передержки в приют планируют до конца текущего года. И в первой декаде марта будет заключен муниципальный контракт, и пункт передержки начнет работать, то есть это ориентировочно после 10 марта. У нас еще имеется недоработка на территории пункта передержки, но мы все-таки параллельно будем изыскивать средства, в том числе мы обратились в департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия, поэтому мы надеемся на положительные ответ от департамента ветеринарии, что нам будет все-таки оказана поддержка в виде финансирования, а это порядка 5 миллионов рублей, необходимо для того, чтобы дополнить инфраструктуру вот уже открытого приюта в городе Мирном. Акция «Добрый февраль» телеканала «Якутия-24» подходит к завершению, и одним из добрых дел наших сотрудников стала организация экскурсии в зоопарк Ортодойду для 11 юных гимнасток из Хангаласского улуса. Они ранее успешно выступили на 2 всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Сюжет Виолетты Засимовой. Маленьких воспитанниц клуба художественной гимнастики «Бриллианты Эркени» ждали в зоопарке Ортодойду на мероприятие, посвященное Международному дню белого медведя, который во всем мире отмечается 27 февраля. В якутском зоопарке эту дату было решено отметить в пятницу, в преддверии выходных. Для посетителей была подготовлена развлекательная программа, включающая в себя показательное кормление Ломоносова, викторину и тематическую выставку. Международный день белого медведя мы проводим с самого появления Колыманы и Ломоносова в зоопарке Ортодойду. То есть это 8-й раз. В этом году 8-й раз. Пожалуй, самым волнующим для девочек стал момент кормления праздничным тортом Ломоносова. Белого пушистого гиганта угощали тортом из замороженных фруктов, овощей и рыбы. Ломоносов, покажи нам торт. Ломоносов, покажи нам торт. Нам не видно торт. О, вот смотрите, какой тортик. Далее в кафе зоопарка маленьким гимнасткам устроили показ свежих записей с камер видеонаблюдения, установленных в теплом вольере Колыманы и ее детеныша. Оказывается, буквально на днях одна из камер зафиксировала первые шаги белого медвежонка, а девочки первыми увидели этот трогательный момент. Очень любознательный, везде лезешь, везде хочет все понюхать, узнать. Вот все, видите, вынюхивает. Маленький. Какой пухленький. Затем сотрудники зоопарка рассказывали о первом отпрыске Колыманы и Ломоносова Харчане, которая сейчас находится в Ленинградском зоопарке. Также о белой медведице Умке Аяне, спасенной в 2017 году среднеколымскими рыбаками от голодной смерти. Об Умке Аяне в свое время выпустили детскую книжку-раскраску. От имени зоопарка девочкам вручили по экземпляру этой познавательной книжки. Ну скажите, понравилась вам экскурсия? Очень понравилось. Мне очень было интересно. Спасибо зоопарку Ортодойду и телеканалу «Якутия-24». Для маленьких гимнасток визит в якутский зоопарк завершился чаепитием с поеданием торта, на сей раз сладкого. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Короткая пауза, вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Развитие Арктики. В Москве прошло заседание Президиума Госсовета с участием представителей регионов. С какими инициативами выступили якутские власти? Прямое включение из Москвы. Спартакиада набирает ход. На ледовой арене Лейботур прошел чемпионат по шорт-треку. 75. Аизия Решетниковой. Каков ее вклад в развитие музыкальной культуры Якутии? В Москве прошло заседание Президиума Государственного совета по развитию Арктики с участием глав регионов и председателей правительств. Главная тема – это обсуждение законопроекта о преференциях для бизнеса в арктических зонах.
Какие предприниматели смогут рассчитывать на господдержку и с какими инициативами выступили якутские власти? Обо всем подробнее расскажет наш СОБКОР в Москве Максим Кардоза. Он с нами сейчас на прямой связи. Максим, тебе слово. Максиму вернемся мы чуть позже. У нас небольшие технические неполадки. К этой новости мы обратно вернемся. Теперь продолжаем. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции России. Согласно этому, голосование пройдет 22 апреля, и этот день будет объявлен нерабочим. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что в регионах на данный момент ведется мониторинг готовности к голосованию по поправкам Конституции. Глава ЦИК рассказала, что не стоит закреплять порог явки на голосование по Конституции. По ее словам, это должно быть свободное волеизъявление. Общественная организация для поддержки проведения общероссийского голосования о поправках в Конституцию России создана в Якутске. С инициативой сформировать такой контрольный орган выступила Общественная палата республики. Во-первых, это функция наблюдательная, да, то есть, как сегодня говорил председатель Якутского центра избиркома о том, что на каждом избирательном участке у нас должно быть не менее от 5 до 7 человек, да, и, значит, общий пул наблюдателей на выборах должен был сформирован 3 организациями, которые сегодня подписали соглашение, это примерно 5000 человек. Во-первых, для того, чтобы придать, для чего это делается? Для того, чтобы придать полную легитимность тем поправкам, которые вносятся в Конституцию. То есть за поправки будет голосовать народ Российской Федерации. Во-вторых, для того, чтобы не допустить всевозможных инцидентов, да, на избирательных участках. А сейчас позвольте вернуться к теме заседания Президиума Госсовета по развитию Арктики, которая прошла в Москве. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент в столице страны Максим Кардоза. Пожалуйста. Да, Влад, приветствую. Вот заседание только что закончилось. И вообще нужно сказать о том, что законопроект, который предусматривает преференции для бизнеса, который хочет работать в арктической зоне, он был уже внесен в Госдуму 5 февраля. Но эксперты говорят, что еще есть время внести поправки. И вот сегодня они обсуждались. Вообще сам законопроект предусматривает преференции для разного бизнеса. Это и крупные добывающие компании, также и малый и средний бизнес. Давайте послушаем, что сказал зампред правительства Юрий Трутнев после заседания. Пожалуй, одно изменение я бы отнес к принципиальным. Возникло предложение от коллег-губернаторов отдельно посмотреть преференции для переработки твердых полезных ископаемых. То есть не для добычи, а для переработки. Мне это предложение кажется правильным, потому что мы более заинтересованы в следующем переделе, в переработке, поэтому надо действительно такую систему посмотреть. Вот на это, об этом мы договорились, и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики этим займется. Как мы начинаем создавать условия для арктических проектов. Вот на Дальнем Востоке этих законов уже почти 50. За 5 лет. Поэтому мы и здесь будем смотреть на практику, как все работает, и совершенствовать законодательство в интересах развития экономики Российской Федерации. Сегодня на заседании присутствовали все представители арктических регионов России. Якутию представил председатель правительства Владимир Солодов. И давайте узнаем, какие же инициативы внесла в этот законопроект наша республика. Отмечу главное. Первое – это обязательное участие органов государственной власти республики в принятии решений о распространении льгот, в рассмотрении проектов, в инициировании проектов, связанных с изъятием земли, и в целом активное участие в управлении арктической зоной и преференциями. Сразу хочу отметить, что сам термин управления он может быть не совсем точный, потому что речь идет о дополнительных сервисах, которые оказываются инвесторам. Сами сервисы будут предоставляться через управляющую компанию, которая сейчас занимается управлением ТОРом Якутии, но при внесении поправок ко второму чтению
в обязательном порядке прямо в законе будет отмечено, что все регионы арктической зоны участвуют в государственной комиссии, в комиссии по отбору и также в обязательном порядке согласуют проекты по изъятию земель или по созданию таких небольших мини-торов, назовем их так, на территории арктической зоны. Второе направление, которое сегодня активно обсуждалось, касается понижения барьера инвестиций, уровня инвестиций, вернее дифференциации. Мы предложили уровень инвестиций для сырьевых проектов, наоборот, повысить до 500 миллионов рублей, а уровень инвестиций для несырьевых понизить до 1 миллиона. Принципиально это предложение было одобрено, и в дальнейшем будем его дорабатывать для внесения. Главное здесь, чтобы проект работал не только на крупных инвесторов, которые приходят извне, но и на те важные социально значимые предпринимательские инициативы, просто небольшие проекты малого и среднего бизнеса, которые могут в арктической зоне быть реализованы. Первое заседание по этому законопроекту в Госдуме намечено на 12 марта. Эксперты говорят, что есть еще время для того, чтобы доработать и обсудить все сегодняшние предложения, также предложения, которые были внесены и нашей республикой, и внести их в этот проект. Влад? Благодарю тебя, Максим. Спасибо за информацию. Это был наш корреспондент в Москве Максим Кардоза на прямой связи со студией. Более 30 социальных объектов в 17 районах республики, построенные на средства Алроса, продолжают успешно выполнять свои функции. Финансирование строительства новых зданий, больниц, школ, жилых домов, спортзалов, центров культуры – одно из направлений социальной политики алмазодобывающей компании. Все объекты отвечают современным стандартам. По порядку и подробнее Сарглана Федорова. Будущих чемпионов готовят в Алросе. В спортивном комплексе с одноименным названием занимаются юные спортсмены. Упор делают на национальные и олимпийские виды спорта. Культурно-спортивный центр в селе Хандыга Тампонского района возвели 17 лет назад на средства компании «Алроса». Занимаюсь я уже 7 лет и участвовала в соревнованиях в разных улусах. И еще на республике Игорь Ботров был чемпионом. В Хандыге нет много развлечений, только в спортзале. По культурной части у нас работает 2 кружка вокальных, детский вокальный ансамбль «Росинка», занимается где-то 15 детей. И старшее поколение тоже ходит ансамбль «Ахтылган». Центр «Сосновый Бор», где круглогодично отдыхают и оздоравливаются дети со всей республики, тоже построили при финансировании алмазодобывающей компании. Сегодня в Сосновом Бору дети занимаются в 15 профильных сменах. Центр включает спальный корпус, стадион и детский сад. В год принимаем около 3500 детей со всей республики за ее пределами. К нам еще приезжают дети из разных стран. Способствовать развитию подрастающего поколения, забота о населении – приоритетные задачи, которые ставит перед собой алмазодобывающая компания. Школы, больницы, культурно-досуговые центры и другие объекты – вот неполный перечень объектов, построенных за счет компании. Ежегодно «Алроса» вкладывает на реализацию социальных проектов в Якутии до 10 миллиардов рублей. В 2013-м в Амге возвели новое здание детской школы искусств впервые за последние 55 лет. Здесь обучаются 320 детей по 7 направлениям. Школьники занимаются в современных оборудованных классах, развивают свои творческие способности. С 2008 года администрацией, коллективом неоднократно ставился вопрос о строительстве новой школы. И только в 2011 году, во время годового отчета правительства, при поддержке акционерной компании «Алроса», было построено типовое здание детской школы искусств. Строительство объектов финансируется через целевой фонд будущих поколений. За 9 лет «Алроса» перечислила в фонд более 6 миллиардов рублей. И только в прошлом году порядка 1 миллиарда. Значимость и первоочередность в жизнеобеспечении населения, а также износ существующих зданий здравоохранения, образования – главные критерии при формировании перечня объектов. Работа ведется планово и планомерно. Например, это здание многофункционального культурно-досугового комплекса в селе Майя Мигино-Кангаласского района. Один из ныне строящихся объектов. На площади 3000 квадратных метров разместится концертный зал на 300 мест, 3D-кинотеатр, помещение для занятий. Центр откроет свои двери уже в конце этого года. «Алроса» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. 90% налогов алмазодобывающей компании поступает в бюджет республики. В 2018 году
году эта сумма была равна половине годового бюджета Якутии. Кроме этого, Алроса дважды в год выплачивает республике дивиденды, как владельцу 33% своих акций. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в Театре оперы и балета свой 75-й день рождения отмечает Аиза Решетникова. Человек, чей вклад в развитие музыкальной культуры Якутии трудно переоценить. Заслуженная артистка республики, заслуженный работник культуры России, кандидат исторических наук Аиза Решетникова всю жизнь посвятила музыке. Она вела масштабную концертную деятельность как музыкант, а позже как концертмейстер. Ее перу принадлежат научные труды по исследованиям музыки, якутского и эвенкийского эпоса. Поздравить Аизу Петровну пришли ее коллеги, ученики, члены правительства и просто люди, неравнодушные к ее творчеству. В этот вечер в адрес юбиляра прозвучало множество добрых и теплых слов пожеланий. Чемпионат по шорт-треку прошел на ледовой арене Лейботур. В столице республики продолжается 4-я спартакиада зимних видов спорта. Покорить скоростью ледовый корт собрались 53 сильнейших конькобежца из 11 районов республики. Репортаж Саргаланы Федоровой. Буквально скользя на кончиках пальцев, конькобежцы завершают последний круг. Сегодня они пробежали решающие километровые забеги. Уровень мастерства у всех сильно разнится. Шорт-трек пока еще экзотика для алданцев. Тягаться на равных с лидерами нелегко. Но и такой опыт необходим, говорит один из членов алданской сборной Кирилл Невидимов. В Алдане нет такого вида спорта. Только вот в этом году наша администрация закупила форму, коньки. И думаю, что в дальнейшем будет такой вид спорта. Я поначалу думал, что как бы это легко кататься на коньках. Но на самом деле это очень тяжело было. Я сюда приехал, у них очень большие скоростя, за ними вообще как бы не успеешь. Спортсмены развивают скорость до 45 км в час. Их задача максимально быстро преодолеть дистанцию. Обгон разрешается, но надо быть осторожным. Можно получить дисквалификацию за такие нарушения, как толчок соперника, столкновение с ним и 2 фальстарта. Сами видели вчера, падений хватало, но хорошо, что без травм обошлось. А шорт-трек – травматичный спорт, поэтому для спортсмена обязательный шлем, перчатки и комбинезон. Он сделан из лайкры и служит для улучшения аэродинамики. И коньки у них тоже отличаются от фигурных и хоккейных. У них длинные лезвия, и они тоньше, что дает гораздо меньшее сопротивление скольжению. Медали разыграли в 4 категориях среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Командные турниры прошлых зимних игр 3 года подряд выигрывала сборная Алмазного края. Но на этот раз она отступила. У нас свой дворец спорта, Кимберлит называется. Я тренирую малышей. У нас есть второй тренер, он тренирует взрослых детей. Тоже тренируемся, занимаемся, стараемся, растим чемпионов. Любители зимних видов спорта наблюдали за интересным противостоянием спортсменов из Амгинского района и Якутска. В итоге золото досталось Якутску, а 2-е место – команде Амгинского района, у которой нет своего ледового дворца. Бронзу завоевали спортсмены Алмазного края. Якутск примет еще турниры по спортивному ориентированию и хоккею. Состязания по горнолыжному спорту и сноуборду пройдут в Нерюнгри, а лыжные гонки и биатлон в Алдане. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Далее продолжат коллеги. Оставайтесь на нашем канале.